В марте 1919 года между башкирским правительством и руководством Советской Республики было подписано соглашение о советской автономии Башкирии. Это был бесспорный политический успех башкирского движения. Но одно обстоятельство портило ощущение достигнутой победы. В результате весеннего наступления Колчака вся территория Башкирии вновь оказалась под властью белых. Так и не успев вступить в свои права по управлению Башкирской автономной Советской Республикой, Башревком был вынужден эвакуироваться в Саранск. Там и происходило формирование новой башкирской армии, только теперь красной. Валидов настаивает на формировании из уже имеющихся под рукой сил отдельной башкирской армии, как это было закреплено в соглашении с советской властью, и ее немедленной отправки на Восточный фронт в Башкирию. Но лидеры большевиков не торопятся идти навстречу требованиям Валидова и его соратников, так как теперь они являются хозяевами положения. Не торопятся потому, что создание отдельной армии, подчиненной Башкирской республике, во-первых, давало в руки ее политического руководства мощный козырь во взаимоотношениях с центром. Во-вторых, Ленин опасался, что красные башкирские части не станут так ревностно сражаться против своих соплеменников по ту сторону фронта. Валидов с горечью пишет Ленину, Троцкому и Сталину. Создание отдельных башкирских полков, даже бригад, не сводя их целиком в одну самостоятельную единицу, армию, невыгодно, ибо каждый русский военачальник, какой бы партии он ни принадлежал, прежде всего смотрит на нас, как на дикое цветное войско, и начинает каждую дыру чинить нами. Обращения Валидова остаются без внимания. Таким образом, не прошло и 3 месяцев со времени заключения соглашения, как один из его основополагающих пунктов был нарушен большевиками. Массовая поддержка башкирами Белой гвардии объясняется не утратой доверия народа к своим лидерам, перешедшим на сторону большевиков, а главным образом репрессивной политикой большевиков. Этот факт признал сам Ленин. В июне 1919 года он указывал в телеграмме Реввоенсовету: «Обратите сугубое внимание на оренбургских казаков и башкир, ибо при предыдущем наступлении мы наглупили, прозевали и не использовали этих сил. Мобилизуйте их спешно». Начались новые мобилизации в Красную армию, однако башкиры шли не слишком охотно. За время военных действий на территории Башкирии слово «башкир» стало синонимом контрреволюции, вернее антибольшевизма. Опасаясь репрессий, многие солдаты бывшего башкирского корпуса, интернированные кто в тотские лагеря, кто в другие районы России, скрывали свою национальную принадлежность, стараясь смешаться в общей массе военнослужащих и гражданского населения. Поэтому штаб Южной группы Красной армии обратился к солдатам-башкирам. Вы, скрывая свое башкирское происхождение, тем самым приносите вред Башкирской республике. Все ваши руководители на этой стороне. У нас сейчас имеются созданные башкирские полки. Вы должны влиться в эти полки. В целях обслуживания ваших нужд в городе Самаре организовано представительство Башвоенкомата. С приездом в Самару, не боясь никого, должны заявить о том, что вы башкирин, и должны явиться в башкирский батальон. За то, что вы башкиры, никто не имеет права вас преследовать. Усилия башкирского правительства все же возымели действие. В Саранске скопился целый корпус в количестве 10 тысяч солдат и офицеров, и теперь решалась его участь. Сформированная в Саранске башкирская кавалерийская 4-полкового состава дивизия была брошена не на Восточный фронт, как того ожидали башкирские лидеры, а на юг против Деникина. Валидов протестовал, шантажируя центр отказом от политики советизации Башкирии. Преждевременная отправка 4 малочисленных башкирских полков на Южный фронт окончательно подрывает почву башкирского ревкома для советского строительства и башкирского комиссариата для работ по формированию армии. Ревком не будет иметь веса как в глазах башкир, так и крестьян Башкирии. У башкирского населения сразу исчезнет охота поступать в армию. Однако ему дали понять, что автономию нужно было отрабатывать, и башкирская дивизия отправилась проливать кровь на Украину. Башкирская бригада прибыла на
фронт в тот период времени, когда он был практически полностью развален. Бригада была переведена в подчинение командования 13-й армии, которая обороняла город Харьков. К этому времени оборона, как я уже сказал, была полностью сломлена. Красные войска без оказания сопротивления отходили на север и на северо-запад. Отработка автономии шла с успехом. Уже в начале июля 1919 года, отчитываясь о проделанной работе, газета «Известия Башревкома» писала: «Башкиры под Харьковом показали чудеса храбрости. Башкиры доказали, что автономию они сумеют удержать и что они достойны этого». А вот какие сообщения приходили в Саранск, временное прибежище башкирского правительства, непосредственно с фронта. Прибывшие из Харькова военные представители передают, что наши полки под Харьковом дрались отчаянно. Враг видел в них самого дисциплинированного противника. Настроение в полках воинственное. По словам тех же представителей, башкирские полки дерутся лихо, просто секим башка. В направлении Харькова оперировал первый армейский корпус по командованию генерала-майора Кутепова, в который входили легендарные офицерские полки марковцев, дроздовцев, алексеевцев и корниловцев. Это знаменитые части, которые считались элитой добровольческой армии и состояли в основном из офицеров. Башкиры заняли оборону по железной дороге и, соответственно, организовали оборону города Харькова, где к этому времени жители уже ждали белых, вывесили соответствующие флаги, и, в принципе, все шло к тому, что город рано или поздно, в общем-то, будет взят белыми силами. Однако, на удивление белому командованию, они столкнулись с башкирскими частями и не сумели в планируемое время захватить город. В сражениях под Харьковом, Полтавой и Бахмачом башкирские полки зарекомендовали себя в качестве исключительно боеспособных частей. Башкирское национальное движение состояло из 3 частей. Первое и самое многочисленное течение – это национал-демократы или буржуазные автономисты во главе с Ахмед Заки Валидовым, выступавшие за территориальную автономию. Менее многочисленными были, условно говоря, башкирские традиционалисты, которых возглавляла семья религиозных деятелей, землевладельцев и промышленников Курбангалеевых. Они были сторонниками культурно-национальной автономии. Наконец, самыми малочисленными были башкирские национал-коммунисты, сторонники автономии башкир на советской платформе, среди которых наиболее известным были Шариф Манатов, Бахтигарей Шафиев, Багауддин Нуриманов, Шагид Худайбердин. Пока Валидов и башкирское правительство были на стороне белых, они поневоле находились в одной лодке с башкирскими консерваторами, Курбангалеевыми. Между ними шло скрытое и явное соперничество, но все же они находились по одну сторону баррикад. С переходом Валидова и башкирского правительства на сторону Советов ситуация кардинально изменилась. В лагере белых остались только Курбангалеевы со своими сторонниками. Именно они теперь только и могли претендовать на роль руководителей башкирского народа в государстве Колчака. Борьба между демократами и консерваторами уходит корнями в XIX век. К борьбе 2 идейных направлений в исламе. Родоначальник Курбангалеевых, шейх Абдул-Хаким Курбангалеев, был сторонником кадимизма, то есть традиционализма. Его ученик шейх Зайнулла Расулев был сторонником джадидизма, то есть модернизма. Сторонниками последнего было поколение отцов Валидова и его соратников-демократов. Напротив, все традиционалисты группировались вокруг семьи Курбангалеевых. Открытое соперничество между Мухаммедом Курбангалеевым и Валидовым, лидерами 2 противоборствующих лагерей, началось в 1917 году, когда на учредительном Курултае башкирского народа в Оренбурге Курбангалеевы выдвинули на роль председателя правительства Башкирии своего земляка, Шарифа Манатова. Однако победили сторонники Валидова и территориальной автономии. С тех пор между этими 2 политическими течениями внутри башкирского движения происходила постоянная борьба. В исторической литературе сложилось представление о том, что лагерь Валидова и лагерь Курбангалеева представляли собой 2 противоположных полюса башкирского движения. Одни якобы были демократами, другие – монархистами. Но так ли несводимы друг к другу были их позиции? 22 июня 1919 года в Челябинске
под председательством Курбангалеева прошла Башкирская конференция. Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на конференции, был вопрос о внутреннем управлении Башкирии, а конкретно о ее выделении в отдельную губернию. Это решение должен был утвердить Всебашкирский съезд, запланированный на 26 июля. Но он так и не состоялся. 1 августа 1919 года белые были выбиты из города 27-й дивизией 5-й Красной армии. Уже находясь в Омске, столице Белой России, Мухаммед Курбангалеев пишет докладную записку по башкирскому вопросу председателю колчаковского правительства. «Покорнейше прошу для утешения башкирского народа и войска немедленно по очищении самой Башкирии от армии Совнаркома присоединить ее к одной российской губернии, территориально связанной с Сибирью, в которой допустить суверенитет башкирского народа. Выработку внутреннего устройства этой губернии, а также определение ее границ предоставить башкирскому народу. Доходы с земельных угодий, а также с казенно-оброчных статей предоставить в полное распоряжение башкир. Все башкирские воинские части собрать в отдельной дивизии. Уполномоченный от башкир Мухаммед Курбангалеев. 24 августа 1919 года». Как видим, программа Курбангалеева была почти идентичной программе башкирского правительства. Тоже требование объединения башкир в рамках одной административной единицы, та же экономическая самостоятельность башкирской губернии и тоже стремление создать отдельное башкирское войско. Курбангалеев тщательно избегает слов «республика» и «автономия», но суть его программы остается той же – самоопределение башкирского народа. Так в чем же различие между ним и Валидовым? Главное различие заключалось в отношении к большевизму. Курбангалеев до конца своей жизни так и не принял советской власти. Не принимал ее и Валидов. Однако из тактических соображений счел возможным пойти с большевиками на соглашение, чтобы добиться автономии. У Курбангалеевых тоже не столько шла речь о противостоянии самой идеи территориальной государственной автономии, сколько они, конечно же, выражали свою прогосударственную позицию. То, что они были государственники, то, что сам Мухаммед Габдулхай был государственником, и то, что он действительно стоял на позициях сохранения единой неделимой страны, а такой практики разделения страны на какие-то территориальные, тем более государственные, с элементами государственного устройства образования не было до сих пор, то, конечно же, они и не могли себе представить, что это можно допустить. Государство было разделено на какие-то внутригосударственные образования. Время показало, что тактика Валидова была более прагматичной, а потому более успешной, чем непримиримая, а потому менее гибкая позиция Курбангалеева. Тем временем оборона белых окончательно рухнула. Разложение частей достигло своего пика. Высокая идея спасения единой и неделимой России уже не могла спасти фронта. Дезертирство приняло катастрофические масштабы. Видя полный крах белой идеи, в августе 1919 года на сторону Советов перешла трехполковая башкирская кавалерийская бригада Мусы Муртазина, насчитывавшая 3000 человек. Вот как объясняет причину вторичного перехода этого мятежного командира неизвестный белый офицер. Его переход, я по своему мнению, объясняю так. Наверное, не позволило ему национальное чувство бросить в самую трудную минуту своих сородичей на произвол судьбы, как это сделали другие, а также вести их на голодную смерть, а заставило его быть вместе и пережить вместе с ними все то, что постигнет их. Муртазин мог, как его коллеги, бежать в Сибирь и далее в Китай, но он остался со своими войсками, идя навстречу своей гибели в роковом 1937 году. После падения Омска несколько тысяч башкирских воинов отступают на восток. Впереди был беспримерный по тяжести так называемый «Ледовый поход», пройденный вместе с Капелем, затем был Иркутск, где незадолго до похода капелевцев находит свою смерть Колчак, затем Чита и Маньчжурия. Из 5000 башкир, выступивших из Омска, до Забайкалья добрались лишь 2000. Вот эти люди, конечно же, наверное, не особенно вдавались в такие вот какие-то
политические термины, в их значение. И большая часть из них выполняла воинский долг, так, как она это понимала. В Забайкалье башкирские части соединяются с атаманом Семеновым, который, идя навстречу пожеланиям башкир, учреждает башкирское войско. Там же образуется военно-национальное управление, то есть культурно-национальная автономия башкир Российской Восточной окраины, которую возглавляет Мухаммед Курбангалиев, а его заместителем становится поручик Галимьян Таганов. Однако даже эти умеренные притязания башкир встречали лишь раздражение белого командования. Учрежденное башкирское войско остается лишь декларацией ввиду негативного отношения белых генералов. Поэтому из 2000 башкирских воинов, добравшихся до Забайкалья, часть служит в Уфимской дивизии, а другая часть поступает на службу в Азиатскую дивизию барона Унгерна. Они участвуют в освобождении Монголии от китайского ига и взятии ее столицы Урги. 7 ноября 1920 года Национальное управление башкир Восточной окраины России прибывает в Маньчжурию. Последний его приказ полон разочарования. В нем констатируется, что белое командование так и не пошло навстречу пожеланиям башкиров Востока России по большинству вопросов. Приказ заканчивается словами: что касается передвижения воинов башкир со станции Маньчжурия на восток, ввиду фактического распада армии, считаю это частым делом каждого из них, как свободных граждан. Председатель управления Мухаммед Курбангалиев, начальник штаба Таганов. – 9 июня 1919 года Уфа была взята 25-й стрелковой дивизией Чапаева. К августу вся территория Башкирии была очищена от колчаковских войск. Башкирское правительство наконец-то возвращается из саранского изгнания в Башкортостан. Его резиденцией был избран город Стерлитамак, территориально входивший в состав Уфимской губернии. На радостях Башревком издает воззвание к башкирским солдатам, сражающимся на Южном фронте. Полнота власти в Башкирской Советской Республике принадлежит целиком Башревкому. Таким образом, товарищи, наконец-то Башкирия стала полноправной автономной республикой, Советской Красной Башкирской Республикой. Товарищи, не забывайте, все, что вы делаете, обязательно повлияет на нашу дорогую и родную республику, на весь отныне свободный башкирский народ, даже на весь мусульманский мир и восточный мир. Муртазин 27 августа перешел опять к нам с башкирской кавалерийской бригадой и сражается на фронте, в бригаде около 2000 башкир. С мобилизованными и частями Муртазина теперь у нас имеется до 20 тысяч войска. Надеемся довести до 40 тысяч. Да здравствует Башкирская Советская Республика и ее красные герои. Да здравствует РСФСР и мировая революция. Но радужное настроение башкирских деятелей улетучивается при первом же столкновении с реалиями жизни. А реалии были таковы. Территория Башкирской республики, то есть Малой Башкирии, была выделена из состава Оренбургской губернии и частично из Уфимской. Понятно, что правительственные органы этих губерний неохотно передавали управление над отошедшими территориями башкирскому правительству. Оренбургские и уфимские большевики не могли взять в толк, почему они должны передавать бразды правления бывшим колчаковцам, а потому изо всех сил саботировали действия башкирских властей. Среди высших большевистских руководителей самым рьяным противником автономии был председатель ВЦИК Михаил Калинин. Узнав о вступлении Башревкома в свои права и обязанности, он отбивает телеграмму, в которой приказывает приостановить передачу дел и кредитов Башревкому до согласования с его представителями порядка этой процедуры в Москве. Этой телеграммой ВЦИК предлагает Башкирской республике покончить самоубийством, заявил член Башревкома Гирей Карамышев. На основании телеграммы Уфимский ревком отказался сдавать дела над переходящими под юрисдикцию Малой Башкирии территориями Башревкому. Эти обстоятельства порождают среди населения, особенно татарского и русского, провокационные слухи о том, что советской Башкирии не будет, что автономная Башкирия – мыльный пузырь, отмечает член Башревкома Алаберды Ягафаров.
По Башкирии разъезжали агенты Уфимского губкома и заявляли населению: автономная Башкирия – это провокация, что центральное советское правительство заключило соглашение с башкирами лишь в виде дипломатических мер и что соглашение это только временное явление. Доведенный до ярости откровенным противодействием осуществлению автономии, председатель Башревкома Харис Юмагулов и Гирей Карамышев заявили Уфимскому ревкому: если советская Россия не удовлетворит требований башкир, то башкиры могут это получить вооруженной силой. Башкирия немедленно выставит против советской России 13 тысяч войск. Ситуация была доведена до предела. Дальше только вооруженный конфликт. Центр реагирует мгновенно. В постановлении Всероссийского Центрального исполнительного комитета от 15 сентября говорится: в ЦИК предписывает Оренбургскому, Уфимскому, Пермскому, Екатеринбургскому, Челябинскому и Самарскому губернским властям не распространять в дальнейшем свои действия на территорию Башкирской Советской Республики. Точка. Конфликт исчерпан. Центр открыто встает на сторону Башревкома. Но местные большевики не собирались складывать оружие. Они решили поменять лишь тактику. Не получилось мытьем, возьмем катаньем. На закрытом заседании Оренбургского губисполкома, губкома и командования Первой армии 20 сентября 1919 года председатель ВЦИК Михаил Калинин выдал законченную формулу отношения к башкирской автономии. Автономия Башкурдистана – буф для восточных народов. Мы башкирам не верим. Гоним их солдат под Питер. Попытка Оренбургского губкома РКП создать башкирский партийный центр крайне важна, и нужно, чтобы она дала реальные результаты. Нам надо играть в их автономию, повсюду пролезать к ним и коммунизмом парализовать их корни. Новая тактика проникновения даст буйные всходы в будущем году. А пока Башревком был нужен большевикам, ибо башкирские войска находились под влиянием своих вождей и беспрекословно повиновались им. – 1919 год был решающим в судьбе Белого движения и в судьбе всей России. Гражданская война вошла в решающую фазу. Весной начал наступление Колчак, однако не был поддержан Деникиным, который не признавал в лице адмирала верховного правителя России. Когда Советская Республика добилась коренного перелома на Восточном фронте и почти освободила от колчаковцев Урал, на Южном фронте перешел в наступление Деникин. Вскоре был остановлен и он. И вот осенью 1919 года на штурм колыбели русской революции двинулся генерал Юденич. Юденич находится в Финляндии и ведет переговоры с Маннергеймом о том, чтобы совместными силами белых и финнов ударить на Петербург. Маннергейм не против, но ставит одно условие – признание, в случае прихода белых к власти, независимости Финляндии, уже состоявшейся де-факто. Русское политическое совещание в Париже и Колчак отвергают эту идею как политически вредную. Никаких соглашений с сепаратистами, финнами, башкирами, казаками или еще кем-либо. Большевики – реалисты. Они понимают, что Финляндию все равно не удержать, а потому признают ее независимость, признают и автономию башкир. Этим убивают сразу двух зайцев. Маннергейм отказывается поддерживать Юденича, а чтобы у финнов и в дальнейшем не возникало искушения ввязаться в русскую драку, посылают под Питер 10-тысячную группировку башкирских войск. В газете «Правда» от 1 сентября 1919 года Троцкий разразился гневной тирадой в адрес Финляндии, угрожая в случае чего занятием ее столицы Гельсингфорса, то есть Хельсинки. Для экзекуции финляндской буржуазии мы найдем надлежащую силу. В числе тех дивизий, какие мы теперь перебрасываем на Петроградский фронт, башкирская конница займет не последнее место, и в случае покушения буржуазных финнов на Петроград, красные башкиры выступят под лозунгом «На Гельсингфорс». В книге «Моя жизнь», увидевшей свет в 1933 году, Лев Троцкий писал: «Башкирская кавалерийская дивизия была лишь недавно сформирована. Я с самого начала имел в виду перевести ее на несколько месяцев в Петроград,
чтобы дать возможность степнякам прожить некоторое время в культурной обстановке города, сблизиться с рабочими, посетить клубы, митинги и театры. Теперь к этому присоединилось новое, более неотложное соображение – напугать финляндскую буржуазию призраком башкирского нашествия. Когда башкир перебрасывали в Петроград, Троцкий первоначально, или вернее в том числе, планировал использовать их в том числе в идеологических целях, потому что башкиры на различных фронтах гражданской войны сумели завоевать репутацию грозных и неустрашимых бойцов. Легенды о них, в общем-то, ширились, иногда принимая гипертрофированные формы. Ну и, конечно же, бесспорным являлось то, что под Петроград нужны были боеспособные части, которые могли вытеснить белые силы из пригородов Петрограда. И, естественно, башкиры ими являлись. Основная часть башкирских войск прикрывает Питер с севера, со стороны Финляндии. Другая часть, 3-й кавалерийский и 3-й пехотные полки, отбывают на фронт против Юденича. Башкирская группировка вела боевые действия в районе Царского Села, где произошли основные сражения с белыми силами, и в районе Ямбурга. В принципе, два этих серьезных и стратегических пункта были взяты с активным участием башкирских войск. Что касается башкир, которые должны были прикрывать финское направление, они, в общем-то, не являлись пассивными, они также принимали участие в боевых действиях. Писатель Константин Федин, непосредственный участник событий 1919 года под Петроградом, свидетельствует. В опаснейший для столицы Советской Республики момент отдельные части башкирских войск проявили столько выдержки, отваги, стойкости, что положение было не только спасено, но опасность превратилась в победу. Энский кавалерийский полк отдельной башкирской кавалерийской дивизии в боях под Ямбургом неустанно преследовал разбитого врага, отбивая пленных и трофеи, показывая другим частям пример выносливости и храбрости. Другой стрелковый полк оказался на высоте положения, защищая порученные ему позиции. Войска Юденича были разбиты и оттеснены к границам Эстонии. Генерал стал судорожно искать убежище для своей армии, но никто не хотел протягивать ему руки – ни Эстония, ни Латвия, ни Финляндия. Мол, не хотели нас признавать, а теперь просите помощи. В итоге русская армия была разоружена, ограблена и посажена за колючую проволоку. К весне будущего года из 27 тысяч военнослужащих около половины умерло от голода, холода и болезней. Действия белых были разрозненными и походили на удар растопыренными пальцами, в то время, когда нужно ударить кулаком. Остается лишь гадать, как повернулось бы колесо истории, если бы комбинированный поход Белой гвардии, то есть одновременное наступление Колчака с востока, Деникина с юга и Юденича с северо-запада, все же состоялся. Но, как известно, история не знает сослагательного наклонения. Получилось так, как получилось. К концу 1919 года всем стало ясно, что война белыми бесповоротно проиграна. Положение большевиков значительно укрепляется. Если еще в начале 1919 года на предложение президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона сесть с белыми за стол переговоров они отвечали согласием, ибо боялись комбинированного похода белых против Советской Республики, то теперь об этом не могло быть и речи. Более уверенными и жесткими стали их действия и по отношению к Башкирской Республике, самостийность которой они считали временной уступкой буржуазным националистам. Момент истины наступил в будущем 1920 году.